Учитывая длительную паузу после прошлого выпуска, предлагаю вам краткое содержание предыдущих серий. На 2 машинах с 3 лодками мы выдвинулись в Тампонский район Якутии в долину реки Восточная Хандыга. У нас было несколько целей, одна из которых — это испытание лодок. Из 3 лодок 2 были экспериментальными. Это Сибривер GT 480 и Выдра Sherpa 430, обе с измененным дном. После нашей поездки производители этих лодок получат важные сведения о внесенных изменениях. Но еще до спуска лодок на воду мы прошли несколько испытаний. На трассе постоянно спускало одно из колес и вдобавок ко всему пробило тормозной шланг. Переночевав в окрестностях села Теплый Ключ и спустив лодки на воду, мы отправились в водный путь. Примерно посередине пути я понял, что забыл телефон для дрона, и мы сделали незапланированную остановку у избы, а Евгений и Юрий отправились обратно, чтобы забрать телефон. На следующий день мы снова двинулись в путь. Не доезжая до горного озера Джампа-Кюль, в месте, где река разливается в долине, мы запустили дрон, чтобы определить оптимальный дальнейший путь. Тут направо, да? Вот сюда, да? Угу. Потом. Вот он проход. Да, Вот, да, узкий. да. Возле дерева. А пройдет там вот. Пройдет. Вот и прибыли мы. Мы подошли, если так можно выразиться, к подножию озера Джампа-Кюль. Действительно, чтобы туда попасть, нужно преодолеть подъем от реки и в общей сложности пройти около 3 километров. По одной из версий, в далекие времена с гор двигался большой ледник и толкал перед собой массу камней. Затем он остановился и впоследствии растаял, а камни стали дамбой, которая держит озеро. Тут мы высадили Юрия и непременно еще сюда вернемся и расскажем об этом красивейшем месте поподробнее. Ну а пока мы двигаемся далее к нашей цели – поставить лагерь в каньоне и сделать небольшую разведку.
прохождение горной реки на водомете требует полной концентрации от рулевого. Нужно уметь читать реку, высматривать и заранее строить маршрут, учитывая условия реки, торчащих камней, мелководья, скорости течения и всяческих препятствий. Здесь, как мы видим, Андрей немного отвлекся и налетел на камни. Евгений же прошел буквально в паре метров. Я же, в свою очередь, совершил ошибку. Взял малое расстояние для разгона и, начав движение по траектории Евгения, из-за малой скорости тоже сел на камни. Причем достаточно сильно. Во время движения водомет пропускает через себя огромное количество воды. При соприкосновении с дном камни, которые не могут пролезть через защитную решетку, в ней застревают. Их извлекают разными подручными средствами либо специальным экстрактором. У Андрея же есть свой достаточно интересный и эффективный способ. Раз, два. Фу. Раз, два. Ладно, помогу, чё. Садись. Что делаем? Садись. Нет. Сплавьтесь вон. На плес, сплавьтесь на яму. Оттуда стартанет еще раз. Дима, садись. Сплавиться заведенным этим Нет, мотором? так просто сплавьтесь. Не могу опустить его. Так, давай глубоко. А? Сейчас наберешь. Далеко. Раз, два. Все. А нос? Садись. Вот. Чё? Дима, отвертка. Что, подождем их? Ты до Жеки, может, дойдешь? Да? Давай. Легче все. Погнали? Есть еще одно небольшое правило. При движении по горной реке постоянно контролируйте уровень бензина в баке. Он может закончиться в самый неподходящий момент, например, в перекате или прижиме около скалы. Можно доливать топливо в бак на стоянках, либо, как в этом случае, просто не глуша мотор, переключить баки.
Еще раз напомню, что в этой поездке на мою лодку мы установили другой мотор. С ним я особо не был знаком, и тут в пути произошел небольшой сюрприз. После удара об камень мотор скинул обороты и потерял мощность. Все, что получилось, это подрулить поближе к берегу. Давай туда его, почти. Вот туда надо, вправо. Течение можно довести. Вытащи. Давай вытащи вправо. Подтягивал мотор? Да. Вот он, конечно. А, вообще от удара? Да. Улетел, короче, бронепровод, насечник. Вот. Перестал работать один цилиндр, все, у мотора тяга падает, он не едет. Ставим обратно, закрываем колпак и движем вперед. Сколько у нас осталось, км? А чуть-чуть. Зачем? Чуть-чуть осталось. Не торопитесь, потихонечку глядите в кайф. Там вот Евгений, пожалуйста. Все вопросы, да? Евгений Гармашав. Да я вообще еду, вот честно говоря, сейчас я вообще ехал полгаза даже. Даю, она уходит сразу. Сильно вниз его не опускай, смотри, вот, вот так вот можно приподнять его, смотри, вот раз, и вот Давай так так зафиксировать. Даже можно выше, еще вот так вот. Вот, зафиксировал. Давай. Даже можно еще выше. Вот так вот. Нормально будет, да? Вон у меня, смотри, как мотор стоит. Задрот вообще. Но мне кажется, ехать так не будет. Сейчас попробуем что? Его опустить еще. Вот, у нас осталось немного, несколько километров до нашего лагеря, где мы, соответственно, будем базироваться. И далее у нас уже будет второй этап нашей поездки. Смотрите, да? Что такое ездить без штурмана? Показать вам? А? Сейчас покажу. Смотрите. Поехали. По мере нашего продвижения настроение реки менялось, течение становилось быстрее, количество прижимов росло, камни, торчащие из воды, уже были не одиночными, а стояли как фигуры на шахматной доске. Я старался вспомнить предыдущий опыт хождения по горным рекам, маневрировал между препятствиями на загруженной лодке и все сильнее хотел уже добраться до места установки лагеря.
Дружной командой мы продолжали наш путь. В перерывах между порогами я успевал иногда посмотреть по сторонам, чтобы насладиться красотой осенних пейзажей. Но тут на горизонте появился небольшой по меркам горных рек порог, но на тот момент он показался самым большим сливом из тех, которые до этого нам встречались в пути. С правой стороны находился острый как бритва камень. Я постарался пройти по струям, но что-то пошло не так. Мотор, задев камень, приподнялся и зафиксировался на гидропомощнике. После того, как я скинул его обратно и сбросил газ, мотор почему-то заглох. Ну и началось адреналиновое представление. Немного напомнило ситуацию на реке Тимптон, которая произошла 5 лет назад. Тогда из-за удара об камень скорость у меня переключилась на нейтраль. Второй брат был пройден хорошо, а вот на первом брате меня подстерегала неожиданность. Как оказалось, при прохождении порога от удара об валун соскочила передача на нейтралку. Я не сразу нашел причину, а только пытался вырулить и поставить лодку более-менее прямо. Вторая попытка взять перекат была успешная. Надо отметить, что в этот раз это был, конечно, не Фомин перекат на Тимптоне, но тоже подарило незабываемую гамму эмоций. Мы откатились назад и повторно уже прошли этот порог. Забегая вперед, надо отметить, что это все были еще цветочки, и последние километры перед лагерем вселили в меня тонну неуверенности. Смогу ли я пройти дальше по маршруту, который будет пролегать по ущелью, где местами невозможно сойти на берег, а течение еще сильнее, повороты еще круче. Залетай. Мы, наконец, поставили лагерь, и в запасе у нас было еще 2-3 световых часа. И уже на разгруженных лодках мы пошли вперед, далее по каньону, чтобы разведать обстановку.
Мы выдвинулись на 2 лодках, и я с облегчением отдал румпель Евгению. После стрессового прохода хотелось просто отдохнуть, но если физически тело и вправду отдыхало, то эмоционально нисколько. Перед нами раскрылся завораживающий вид на каньон. Мы, конечно, все помним, что в горах очень быстро темнеет, и мы вовремя возвратились в наш лагерь. Ну, первое ощущение какое? Везде пройти можно, надо очень бдительным. Очень. Но я думаю, ты вывезешь, братан. Я там для тебя ничего сложного не увидел. Не-не. Чего не-не? Моменты. А? Там же еще жестче будет дальше. Андрюха, на самом деле я для Руси там проблем не увидел. Ну, надо было вот на этой лодке ехать. Это-то я же объяснял, что писал в группе. Каньон 30 километров. Из них 15 лайт. Вот это лайт. Ну. Спокойно едешь, смотришь, снимаешь на камеру. Как? Скач начнется, вот мы не доехали километра 3. Там будет, да, действительно категория. Но вот это тоже категория на самом деле. Это 3+. Категория 3+. Так что... Надо было либо сейчас на обратке хотя бы дать руль порубить. Не-не-не. Я там видел моменты, где это... Жестко было. Первое, что самое главное, это же не этот, прочитать ее. Ну хотя бы ты чуть-чуть там видеть, вы там же видите сливы такие, да? Между камней можно же проезжать. Там ничего для тебя сложного нет. Ты можешь проехать спокойно. Короче, и у нас такое дело, да? Я могу поехать на ней, но Руслан не хочет на своей. Поэтому решено завтра, короче, едем на этой лодочке. Эту туда оставляем здесь. Все. Чтобы не было проблем, да? Да, правильно. Это здравый смысл. Ладно бы я один в лодке ехал, а тут еще ответственность за других людей, поэтому... Ну, у меня тоже ответственность. Ну, у тебя больше опыта, как бы. Ну как, здесь я не был, опыт есть, но первый раз я здесь, поэтому, ну, сложно маленько, чуть-чуть. Дальше еще хуже, наверное, будет. Не знаю. Вот сейчас съездили, прокатились в каньон, поднялись примерно на километров 5-7. Съездили мы для разведки,
посмотрели уровень воды. Здесь я уже 3-й раз нахожусь, и в этот раз вода очень высокая. Я думаю, что те пороги, которые я в прошлый раз не смог пройти, они, возможно, сейчас просто под водой. То есть большая вода, здесь это нам на руку. Ну, завтра день покажет, какая будет на самом деле ситуация. Поэтому пока я доволен. Друзья, мы вернулись в лагерь, проехали несколько километров по каньону. Ну, просто неописуемые впечатления. То есть такой бурный поток и достаточно серьезные места. Но, по словам Андрея, который был уже здесь, дальше будет еще жестче, еще более серьезные пороги. Вот. Сейчас мы посмотрели немного, проехали, но уже вечереет в горах, особенно здесь, в ущелье, очень быстро наступает темнота, поэтому, ну, в целом мы успели прийти по светлу. Сейчас будем готовиться к завтрашнему дню, и завтра у нас будет очень продуктивный день, очень насыщенный. В общем, место стоянки, где мы остановились, просто чего стоят только вот эти скалы, которые находятся прямо напротив палаток. I guess I don't fit in with the imposters. I'm taking the mask off, prepare your conscience, prepare for honest, cut off all the nonsense. I'm all of your chakra, wonder who shot you. Go call the doctor, boom like the chopper. Don't you... Несмотря на наши все непредвиденные остановки, мы шли ровно по графику, и следующий день, как и было запланировано, мы должны были посвятить прохождению каньона. Для Андрея это была уже 3-я поездка, и оба предыдущих раза не достигли главной цели – пройти каньон до самого конца. Позволят ли нам условия пройти его завтра, покажет новый день, и следующий выпуск передачи испытано на себе.